Здравствуйте! Парус Ильян зовет вас в море музыки. Родные мелодии расскажут нам историю эпохи, культуру и о красоте Башкортостана. Как вы думаете, актуальна ли сегодня классическая музыка? Как вам она слушается? Мне она нравится. Классика – это музыка выдающихся композиторов, которая выдержала испытания временем. Мне кажется, что классическая музыка – это какая-то магическая связь поколений. Проект «Елкен Парус» детско-юношеского телеканала «Тамыр» дал возможность зрителям насладиться родной музыкой, а юным талантам подняться на новый уровень. Конкурсанты, исполняя родную музыку, дали новое звучание творчеству выдающихся композиторов Башкортостана. Открытый телевизионный конкурс юных исполнителей башкирской классической музыки проводится по 4 номинациям: фортепиано, струнные инструменты, духовые инструменты, народные инструменты. На отборочный тур второго телеконкурса «Елкен» мы приняли 186 заявок со всей республики. Уже на конкурсном туре юные музыканты получили возможность выступить перед камерой. Конечно, это очень волнительно, да еще и перед такими жюри. Зато юные музыканты смогли пообщаться с именитыми музыкантами и получили бесценный опыт. На протяжении всего конкурса уважаемые члены жюри были опорой для юных музыкантов, создавали теплую творческую атмосферу, давали ценные советы, переживали за каждого. Каждый человек находит в классической музыке что-то важное для себя. Гармонию, успокоение, толчок к размышлениям. Все эти тонкости можно очень ярко передать различными музыкальными инструментами. Вот, например, скрипкой. Королева музыки. Так называют скрипку за ее выразительный, чарующий тембр и особенности звучания. Смычковые инструменты были известны давно. Можно считать, что их родиной была Индия. Из Индии смычковые попали к персам, арабам, народам Северной Африки, а оттуда в Европу. Было несколько разновидностей смычковых. Скрипки делали во многих странах Европы, но считается, что лучшие скрипичные мастера жили в Италии. Для изготовления скрипки использовали 3 вида дерева – клен, ель и эбеновое дерево, то есть черное. Эти деревья растут высоко в горах. Оказывается, мастер ходит по лесу с молоточком и стучит по деревьям. Он выбирает для скрипки дерево, которое звучит. Скрипку нужно носить только в футляре, закутав в пеленку, как ребенка. Скрипка очень боится влаги, ударов, резкого перепада температур. Девятка, ура! Я люблю девятку, потому что у меня по футболу номер 99, но это хоть чуть-чуть ближе к девятке. Наш лауреат Арлан Хакимьянов прощает своей неженке скрипке все ее капризы из-за чарующего звука. Он сам наслаждается игрой на скрипке.
Орланчик, привет. Здравствуйте. Молодец. Очень приятно видеть, как ты растешь, прогрессируешь. Отдельное спасибо хочу сказать твоему замечательному концертмейстеру Азамат Агай Зур Рахмет. Настолько классное произведение. Вообще, Азамат Агай мелодист от Бога. И просто те мелодии, которые выходят у него из-под пера, они просто восхитительны. Их очень здорово играть. И очень приятно, когда вот и ты, и такие молодые люди, дети исполняют произведения. Это на самом деле очень здорово. Спасибо. Теперь, что я тебе хочу сказать, немножко критики добавить в это прекрасное блюдо. Концентрируйся на звуке, на мысли. Ты очень хорошо мыслишь на инструменте, это видно, чувствуется, это все здорово. Но все-таки вот эти движения из стороны в сторону, они тебе больше мешают, чем помогают. Если ты ровно встанешь, будешь брать звуки и до конца их вытягивать, особенно заметь, не хватает, я вижу, что ты хочешь сделать, например, крещендо, да, а из-за того, что ты не очень хорошо, скажем так, распределяешь смычок, тебе не хватает. Ты его хочешь сделать. Виден твой посыл, порыв. И вот именно такие моменты, они тебе чуть-чуть мешают как бы Да, воплотить вот твои старания в жизни. Успехов тебе, дорогой. Спасибо большое. Орлан, я тебя сегодня увидела впервые, но запомню я тебя надолго. Ну, я вас тоже впервые увидела. Ничего странного. Вот мы с тобой сегодня встретились, но где-то на музыкальных дорожках мы все равно будем пересекаться. И это хорошо, потому что, знаешь, очень интересно смотреть, как какой-то человек был сначала маленьким, потом стал взрослым, как он изменился и что в нем стало еще лучше. Вот ты такой человек, который идеально подходит к формату нашего конкурса. Вот оглянись, пожалуйста, ты не видишь картинку за тобой? Видишь, да? То есть там изображен парус не случайно. Парус – это чтобы двигаться. Спасибо. Орлан, я вот тебя тоже сегодня впервые увидел, но я под большим впечатлением, коллеги. Я не знал, что у нас есть такой яркий молодой человек. Я очень рад, что я тебя узнал. Я Знаешь, тоже что вас узнал. Вот, видишь как, вот мы тоже с тобой познакомились. И, ну, это такая очень серьезная заявка. Ты очень музыкальный мальчик, ты хорошо чувствуешь, ты хорошо себя ощущаешь на сцене, что немаловажно, знаешь. Ты, в принципе, уже настоящий артист. Безусловно, есть технические моменты, над которыми тебе надо заниматься. Скрипка очень трудный инструмент. Вот. Я желаю тебе большого успеха. Я думаю, мы с тобой еще увидимся. Спасибо. Поздравляю тебя с действительно очень ярким выступлением. И я, так как и пианистка, и композитор, я знаю, как для композитора бывает важно найти своего исполнителя и как волнительно исполнять музыку композитора, тем более, когда композитор еще и с тобой на сцене. Потому что буквально от тебя зависит, понравится нам это произведение или нет. Вот ты его исполнил так, что я хочу его потом прийти домой и переслушать. Здорово, что у тебя есть такая замечательная возможность вот, учиться у таких людей. Я имею в виду не только твоего педагога по специальности, имеется в виду, а вот когда у тебя концертмейстер, еще и композитор. Старайся впитать ото всех все, что можно. Вот эти советы, которые тебе сегодня дали, обязательно прислушайся к ним. А я уверена, что да, мы увидели сегодня первый раз, но явно не последний. Удачи тебе. Спасибо. Молодец, да. Космическая музыка. У меня несколько образов. Прям маленький принц Антуан Сент-Экзюпери передо мной стоит. Точно. Удачи. Спасибо. Спасибо Будем большое. готовиться. Мне понравилось выступать на Илькяне. Может быть, в следующем году еще приду. Какие впечатления после конкурса? Ну, мне понравилось сниматься. Правда, мне не нравится во съемках то, что долгое. Когда ты начал играть на скрипке? Ну, я начал играть на скрипке с 5 лет. Год я не очень, конечно, играл. Я там бегал туда-сюда, но я маленький был, мне 5 лет было. Потом я начал играть. Я играл, мне в многих конкурсах выступал. А как вы выбираете репертуар? Знаете, я считаю, что очень важно исполнять нашу национальную музыку. И в этом плане нам очень повезло.
потому что в нашей школе работает композитор, который всегда рядом и у которого всегда постоянно очень много идей, и он пишет прекрасную музыку именно для детей. И дети любят исполнять его произведения, поскольку они очень мелодичные, легко запоминаются, и между тем в них очень глубокое содержание. Скрипка очень сложный инструмент. Наверняка обучаться играть на ней трудно и долго, но если постараться, можно добиться успеха и исполнять любые мелодии. Вот как Орлан, например. Он серьезно и увлеченно играет на скрипке. Просто восторг! Орлан Хакимьянов учится в детской музыкальной школе номер 7 города Уфы. Орлан – лауреат всероссийских и международных конкурсов. Когда он впервые пришел в музыкальную школу, ему предложили скрипку. «Но я тогда так хотел играть на барабане», — говорит Орлан. «Кроме скрипки люблю играть в футбол. Если мы ездим на соревнования по футболу, я беру скрипку с собой и по вечерам играю мини-концерты. Всем нравится». Я и моя семья очень любим музыку. У нас в семье все музыканты. Папа – флейтист, мама – дирижер хора, бабушка – пианистка, а дед играет на тромбоне и саксофоне. Я хочу стать профессиональным великим скрипачом и футболистом. Вот такие планы у Орлана Хакимьянова. Здорово, Орлан, с твоей целеустремленностью и старанием только побеждать и побеждать. Вот такие талантливые музыканты стали участниками телеконкурса «Елькян». Представляю, насколько тяжело было жюри оценивать и выбирать финалистов. Орлан очень артистичный, харизматичный мальчик, который любит инструмент, с удовольствием посещает уроки скрипки. Помимо этого он занимается активно футболом, посещает оперную студию. В общем, такой достаточно разносторонний ребенок. Сразу с учебного года мы готовились к этим репетициям. Мой педагог говорил, Регина Рустам Талипова, говорила, представляй то, что здесь сидит Дмитрий Крюков. Я представлял, старался. В нашей школе работает композитор Азнагулов Азамат Рафаилович. И он, так случилось, что с первых шагов Орлана был рядом и писал поначалу очень простые мелодии, далее сложнее. И вот когда мы узнали, что есть такой конкурс, мы решили к нему всерьез подготовиться. Технически он уже был развит и решили принять участие. Я их знаю уже очень давно и могу сказать, что они уже почти сложившиеся музыканты. С ними очень легко работать, и поэтому, зная их способности, их талант, и были написаны мною сочинения для этого конкурса. Основной положительной тенденцией вообще, я даже считаю, не сколько, что уровень детей, он будет расти непременно, при том условии, если будут условия создаваться. А какие условия? Это новые произведения для них. Вот они есть сейчас. Вот Азамат Азнагулов написал замечательные и концертино для скрипки, и для флейты. То есть от одного рождается другое. Вот есть конкурс, значит, есть и какие-то произведения к нему. Их не может быть, потому что мы же не можем все время старые играть. Так ведь нужна какая-то свежая волна, новые прочтения и так далее. Поэтому вот такие вот хорошие тенденции, я очень им рад. Скрипка была любимым инструментом многих именитых композиторов. Например, Моцарт любил скрипку больше всех инструментов. Именно на ней он сочинял свою великую музыку. И скрипка очень точно передает чувства композитора. Современный композитор Азамат Азнагулов часто обращается к скрипке и сочиняет самые душевные и красивые мелодии. Азамат Азнагулов окончил среднюю специальную музыкальную школу, потом учился в Уфимском институте искусств по классу композиции. Сейчас он работает в музыкальной школе, пишет очень красивые пьесы. Ученикам нравится играть под его аккомпанемент. А
Они импровизируют вместе с автором, а это учит юных исполнителей творить, помогает раскрыть их талант. Я не подразделяю на детскую музыку, скажем, или взрослую музыку, да. Я думаю, что все-таки в музыке должна быть именно душа и сердце. И тогда, скажем, уже любой ребенок уже поймет и понравится музыка, и, естественно, скажем, заинтересуется и будет играть. Телевизионный конкурс «Елькен» – это большая, кропотливая работа самих юных музыкантов, педагогов, жюри, оркестра и, конечно же, телеканала «Тамыр». Это будет мой первый опыт исполнения с оркестром. Немножко волновался, но так всегда, мне кажется. Это наш дебют. И мой, и моего ученика. Если я волнуюсь, я могу успокаивать себя словами, но советую отвлечься, заняться каким-то делом, посмотреть в ноты, подумать. И волнение пройдет, но у меня проходит. Азамат Азнагулов, концертина. Исполняет ученик детской музыкальной школы номер 7 города Уфы Арлан Хакимьянов.
Я хотела бы сначала поблагодарить, конечно, организаторов конкурса, потому что это замечательно, что в республике у нас появился такой конкурс, посвященный именно башкирской национальной музыке. Огромное вам спасибо. Я очень рад, я к этому стремился, я к этому готовился. Я хочу сказать большое спасибо моему концертмейстеру, моему композитору Азамату Рафаиловичу Азнагулову. Конечно же, моему педагогу Талиповой Регине Рустемовне. Она меня научила всему, я же к ней первым пошел. Хочу сказать ей спасибо, то, что мы с ней пошли на этот конкурс, то, что мы готовились. Потом я хочу сказать отдельное слово родителям, то, что они меня отдали на скрипку, то, что они меня отвели в музыкалку, то, что они меня поддерживали. Большая работа педагога, концертмейстера. То есть это тектонический труд на самом деле. Дома он чисто закрепляет домашнее задание, что нужно сделать. Вот, поэтому, так, дисциплина. Вот чисто наша работа. Покормил, в футбол сходил, будешь играть, все. Вообще у меня 4 детей, поэтому будем работать с каждым поэтапно. Поэтому главное, чтобы росли здоровые, счастливые. Ну и, соответственно, такой позитив, который дали сегодня. Это круто, это топ, конечно. Я хочу пожелать нашим юным музыкантам, чтобы они состоялись как музыканты, потому что сегодня мы их воочию увидели и убедились, что они настоящие музыканты. Я хочу пожелать им добра, счастья, здоровья и новых свершений. На этой красивой ноте я прощаюсь с вами, друзья. Пусть в наших сердцах всегда звучит родная мелодия. До новых встреч!